расскажем вам о культуре 17-18 века, о культуре одежды. В прошлом году мы рассказали о народной одежде 19 века. Это платья халадаи, жилеты, каталахсон, в общем, из материала, которые были сшиты из материала. А сегодня мы вам покажем, я пригласила своих мастериц, которые реконструировали национальную одежду якутов 17-18 века по археологическим материалам. И мы покажем, и я расскажу, чем отличается вот одежда того времени с одежды 19 века. Вообще якутскую культуру мы различаем на несколько этапов. Это первый этап дохристианский период, то есть до середины 18 века или с начала 18 века, то есть до начала 18 века. Дальше идет середина 19 века, идет второй период. Это влияние русской культуры на декоративно-прикладное творчество, на национальную одежду, вообще на культуру, на верование, на все. И в советское время все уже забывается, там уже идет запрет, поэтому культура немножко теряется. И с начала 50-х годов немножко идет как бы возрождение, то есть люди стараются одеваться в национальный костюм, но это были совсем те национальные костюмы, которые одевались в 19 веке. Это просто была эклектика, так называемая, да? Ну и в конце 20 века, началось возрождение по России национальной культуры всех народов. И у нас тоже вот началось, в это время началось возрождение, реконструкция национальной одежды. Первыми национальную одежду реконструировала известная мастерица под номером 1, как мы называем, Елена Ремеевна Аммосова. В те годы она реконструировала как бы шубы таналай из меха, там из шкуры, из оленей шкуры, из оленей рогли и так далее. И в начале 20 века уже идет как бы развитие, и сегодня мы видим, как по работам мастериц, как уже население уже знает, что можно одевать на эсэх, что можно на повседневку, да, и сегодня видов одежды вот именно с народным этническим колоритом очень много. Это и авангардные модели, это и нарядные виды одежды с этническим колоритом, это и сценическая, и фольклорная одежда, да, но если, скажем, сделать реконструкцию одежды, то обязательно надо соблюдать те параметры, вот народной одежды, которые существовали, конечно, в 18-19 веках. Чем отличаются вот эти виды периодов 19 и 18 века? Во-первых, по материалу. Материал обязательно меховой бывает. Это мех волка, мех жеребячий, мех шкуры, мех соболя и так далее. Дальше ровдуга, то есть сары оленя ровдуга или тюне, ровдуга из лосиная ровдуга, да, или сары, это и жеребячие, или коровьи шкуры, обработанные шкуры, да. И дальше обязательно вышивка, еще раньше вышивали
конским волосом и оленьим подбородным волосом. Но эта технология была очень кропотливой, и когда появился бисер, вот это было заменено бисером. Те материалы, виды одежды, которые вот вышиты оленем подбородка, они вообще не сохранились. Только элементы сохранились, и я видела только один элемент. Это в Российском этнографическом музее лежит как бы на плече мужской одежды, и вот эта вышивка очень оригинальная, как будто вышита в современное время машинкой. Вот так они кропотливо работали, и поэтому вот когда появился бисер, эта вышивка уже была заменена бисером. Дальше. Присутствие бисера, соблюдение цветовой гаммы бисера. Это черный бисер, обязательно белый бисер и синий, голубой бисер. Так, а в 19 веке уже появляются бусы и разноцветные, вот в навершие шапки дебака появляются разноцветные, разноцветие бисера. Дальше, это покрой. Покрой старинная одежда, она сильно отличается от одежды 19 века. Она, во-первых, короткая, потому что из шкуры шьется, да. Она, во-первых, многосоставная. Покрой прямой может быть, приталенный может быть, да. А в 19 веке это сильно расширенная к низу, как бы треугольный или трапециевидный силуэт. Сейчас покажу вам, начнем с нательной одежды. Что одевали? Нательную одежду, как они надевали? У нас многосоставность, то есть у нас не было брюк или штанов, да, в то время, и женщины, и мужчины, и дети надевали натазники, так называемые сылджа. Натазники, украшенные бисером и мужской. В прошлом году нашли захоронение, где лежал мужчина, и натазник, ноговицы были все оформлены бисером. Поэтому вот и мужская одежда, и женская одежда, она декорируется обязательно бисером. Татьяна Тансера. И вот нательная одежда, вот сюда. Нательная одежда. Вот эту реконструкцию сделала верхоянская мастерица. Почему верхоянская мастерица? Потому что вот археологи, современные археологи, Эрик Рубези, Алексеев, да, они работали с 2005 года, работают по всем улусам и делают археологические раскопки. И в Верхоянском улусе они нашли много археологических раскопов и мужчин, и женщин. Да? Вот это натазник с ноговицей. Натазник – это верхняя часть, ноговицы – это нижняя часть. Это сылджа по-якутски, а это сутуро. И, как видите, бисер, украшено бисером и металлическими подвесками. Такие, иногда говорят, что такую одежду одевает только женщина-невеста. Нет. Вот женщины, вот невестки делают вот такой натазник, весь украшенный, и вся женщина тоже надевает в повседневное время вот этот натазник, постоянно, да. И вот украшения, детали, они точно скопированы, вот эта копия, да, реконструкция, она различается, например, копия, дальше гипотетическая реконструкция просто, да, и вот это как бы копия, то есть все параметры соблюдены, все размеры соблюдены, все материалы соблюдены. Она меховая внутри она подбита мехом, беличьим мехом, обработана вручную, вот это она, мастерица сама обработала, и шита тоже вручную.
Так, на бед вот это украшение сылджа семяга это или украшение натазника называется, да. И вот видите, как в 17 веке мастерицы украшали интересно и красиво украшали свою нательную одежду. Вот эта нательная рубаха тоже по параметрам шитья, ну это, я думаю, или это привозная может быть, или это потому что имеет воротник, да, воротников в то время не было, и вот из уборки бывает, то есть или это где-то они видели вот такую рубаху, или это было покупное. Так, дальше. Здесь имеются шнурки, вот чтобы удобно было и чтобы тепло было. Поверх этого они зимой так ходят, да, но в дальнюю дорогу все равно одевают еще и волчью ноговицу поверх этого. Дальше идем, девочки, сейчас выйдут. Ну вот поверх вот этого нательной одежды одевают ровдужные виды одежды. Ровдужные виды одежды это тоже реконструкция, реконструкция. Найдены в Хангаласском улусе вот такие виды одежды, стреловым, ксенофонтовым. Он имеет как бы прямой покрой, немножко трапециевидный покрой. И обязательно, как видите, вот одежда обязательно, она декорируется по низу. Верхней одежды или натазников или вот верхней одежды. Она обязательно имеет разрез для удобства по верховой езде, да. Так, дальше. Здесь нет бисера, вот внизу она была одета, вот эта женщина одета вот в такой одежде. Вот это тоже из Хангаласского улуса найдено. И здесь открыто. Так, дальше украшено бисером. И шапки, головной убор, очень интересный головной убор с рожками, мостах тем батах кугахтах бергехден, да, с ушками или с рожками. Здесь беличий хвост и обязательно тоже украшается вот бисером. И иногда вот здесь находят колокольчики, чтобы отпугивать злых духов. И вот эта шапка очень интересная, да, шапки они одевают тоже многосоставные, поверх вот этой шапки можно одеть шапку дьябака, но в это время шапка дьябака была без бисерной отделки навершия, да. Дальше, все, так, дальше Валерьяна. И в 2016 году, по-моему, если я не ошибаюсь, да, в Хангаласском улусе, в местечке нынешнего поселка Дер, местечко Аддаба, это рядом с Улахан, ну иногда называют Дер, да, нашли женщину примерно 40-50 лет в таком одеянии, безрукавка, очень интересная. Она, вот эта безрукавка хранится в Музее археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета. И в рамках нынешнего мероприятия в Хангаласском улусе к 300-летию Сыранова, вот мы решили тоже реконструировать вот эту одежду, женскую одежду этого вида. Тоже как бы параметры все соблюдены. Это, видимо, тангалай тоже, тангалай, потому что одежда тангалай это, ну, сначала свадебная женская одежда, она обязательно украшается декором из черных, белых
бисеров, так и металлическими бляшками. Металлическими бляшками. И в Надежде Тангалай обязательно присутствуют вот такие знаки, символы Унахсыт Ою. Унахсыт Ою. Дальше. В этой одежде не было спинной части. Но так как все виды одежды 17-18 века имеют на спинной части вот такую полоску, мы делали вот эту полоску сами, то есть добавили, да. Так и интересна технология. Вот боковой шов они закрыли бисером, и здесь не окантово, а нашито как бы из хлопчатобумажной ткани тоже прямые вот такие полоски, очень интересные полоски, да. И в этой одежде интерес представляет именно металлические украшения. Металлические украшения. Например, вот с боковой части, да, вот они. Они не похожи на современные металлические украшения, которые мы сейчас одеваем, да, которые сделаны из серебра. И вот здесь, например, очень интересно, вот это параметры тоже все соблюдены. Заказали мы вот эти украшения тоже хангаласскому мастеру, ювелиру, преподавателю артистического института. И они сделали, они делают технологию литья, кутудна. Очень сложно и очень дорого получилось у нас вот это. Так, дальше поверх этой одежды раньше надевали кылджи. Кылджи, то есть с кылджи идет уже как бы навес вот этот, такие висюльки. Раньше те виды украшений, которые мы носим сейчас, илинка бигерда, это уже украшение, которое появилось с появлением так называемой тюрбекамис, то есть пластинчатое так бы серебро, которое продавалось раньше, да, в ярмарках, и вот этого пластинчатого серебра уже методом литья они украшают, делали мастера нагрудное и наспинное украшение. Но раньше, вот до 18 века, женщины носили совсем другие виды украшений. Это название осталось, но какие эти украшения, как они, какую форму они имеют, мы не знаем, только остались названия. И, конечно, вот в последних и в ранних археологических раскопках очень многое мы находим вот такие кылджи. Но это немножко осовремененный вид украшения здесь появляется, подвески появляются. И шапка тоже, шапка имеет как бы капор, шапка-капор, и украшается вот тоже верхняя часть, боковая часть. Вот видите, шнурки закрепляются бисерным кругом. Дальше вот тоже рожки, именно конец рожек закрепляются бисером. Так, дальше. Вот я вам покажу два вида натазника сылджи, да, которые, одну, которую вот эту нашли в Чуракчинском улусе, вот, ну, примерно такого, да, это тоже реконструкция Абауз Чуракчинского, да, и натазник, который нашли в Верхоянском улусе, они идентичны, посмотрите, да, то есть раньше соблюдался канон по покрою, по декору и по материалам. Здесь, кстати, вот такой вид одежды сейчас идет выставка
археологические материалы 17-18 века в Ярославском музее. Очень хорошая выставка по археологическим материалам Стрелова, Ковынина, Ксенофонтова. Там представлены вот такие виды одежды. Натазники, наговицы, так, дальше тарбаза, которые украшены именно вот таким бисером. Можете посмотреть. Ага. Вот те же материалы, да, и те же украшения. Они совершенно идентичны. Так, угу, хорошо. Дальше кто выходит? Ага. Вот, рубаха. Ну, раньше, конечно, торговля была очень развита у нас, поэтому такие материалы, привозные материалы привозили из Китая, из разных таких торговых центров, да, в Сибири. И вот здесь появляется рубаха, холодай денаттана, ден, да. Ну, холодай это вообще-то русское платье. Сарафан тантаха, вот русское платье, холодайка. Холоден тантакары в Сибири, вот этот холодай распространился у многих народов. И вот этот рубашка, она одевается вниз вот этой безрукавки. Она очень удобна, да? Вот, безрукавка. Раньше женщины одевали безрукавки, тоже вот отделанную бисером. Обязательно присутствуют боковые, набедренные украшения. Вот эти тоже по размерам были сделаны вот этим мастером, да. Вот все. Вот при ходьбе у женщины должна обязательно звенеть, чтобы отпугивать злых духов и так далее. И вот одежда невесты без колокольчиков, это называется как бы, называют ичитегох ден атанервит, да? Обязательно вот женская одежда, особенно одежда невесты, она должна звучать бубенчиками и колокольчиками. Здесь тоже мы видим разрез, обязательно боковой разрез, чтобы было удобно сидеть на лошади, да. Вот, даже не простой разрез, а вот такой, оно называется, оно, да. И вот это, конечно, наша подкладка, но в этой одежде мех, подкладка была шита из лисьей шкуры. То есть его можно было надевать и зимой, и летом. Угу. Так, интересно, шапка. Шапка вот женская или девичья можно назвать, да, или женская можно назвать. Иногда вот эта часть, она соединяется внутри. Это спереди вот так, и здесь солнечный круг имеется, и подвески имеются. А иногда они вот так делают, да, и обязательно подвески, они должны быть звенеть. Дальше, кто выходит? И вот, будикиват, да? Сантергатурманна, да? И вот наша самая, как бы гордимся мы этой одеждой, это вид одежды тангалай. Эту одежду реконструировали многие мастерицы, да, в том числе и Лена Еремеевна Амосова. Но эта тангалай отличается тем, она отличается тем, что на груди вот имеется узор тангалай. Тангалай коротте. Олихим, вот это название тангалай, она имеет именно по как бы тангалай дитигахенден тангалай да. И обязательно имеют вот они часть, то есть на плечи, сарынсимера, нагрудник, тюлюк. Так, дальше сисурута, вот обязательно сисурута, и те символы, которые вот благословляют женщину. Вот, у нас стоит боковая часть,
То есть это тюксимера, и обязательно тоже вот она имеет вот такие колокольчики. Одежда безрукавная, потому что вот когда девушка выходит замуж, она считает, что она как бы обрезаются крылья. Крылья. Поэтому вот у женщины вот, или замуж вот, невесты должны быть вот, или без рукавки, или вот такие короткие рукавки. И с этой одеждой одевают шапку. Ногайдах мостах берге. Вот как называется, туахта, да, круг, символизирующий вот именно, что мы из солнечного мира и так далее. Обязательно женский круг, он имеет больше, почему-то большего размера, чем у мужской шапки, да. Почему так, мы сейчас определить не можем. Нигде оно не написано и так далее. И вот эта шапка, она имеет тоже две рожки, навершие и султан имеется. Ну вот такие виды одежды. Так, и, конечно, вот здесь, мы не показали, самое главное, тоже натазники с ноговицей обязательно. И, конечно, как бы тарбаза тоже вышита бисером. Это весь комплект нарядной женской одежды. Так, дальше. И вот мы сейчас покажем тоже старинные виды шапок, головных уборов. Головной убор, который шит из головной шкуры жеребенка. Так, дальше вот это обрядовая одежда, может одеть шаман или алгасчит или воин, ну и так далее. Турчен сахалыда булланам турчената. Көкөе хаппут көз бергедената. Вот и здесь имеются глазки, ушки и так далее. Вот это очень интересные шапки. Вообще, раньше шапки были остроконечные. Вот виды шапок. Это по материалам Носова. И вот тоже интересная шапка. Букеннеди. Интересная шапка. Так, дальше. Так, реконструированы вот это виды одежды мастерицами Хангаласского улуса. Они в этом году показали, реконструировали полную картину Михаила Михайловича Носова. Имеется картина Исых, который показывает Исых праздник 17 века. И по каталогам Носова, по музейным материалам Носова мы очень много работали, были в музее. И вот я благодарю вот этих мастериц, которые реконструировали виды одежды вот 17-18 века, чтобы показать, какая у нас культура была в 17-18 веке. Игнатьева Ольга Романовна, вот этот вид тангалай, вот тангалай шили 9 женщин. Раньше тангалай шили 3 года, 9 лет и так далее, да? Так написано и в фольклорных материалах, но они за несколько месяцев успели шить. К празднику Исых уже было готово. Так, дальше Никифорова Валериана Васильевна, вот, которая реконструировала женскую одежду, тоже из археологических материалов. Она работала в музее, взяла все параметры, да, и
шила вручную. И, конечно, я горжусь тем, что эта одежда, как бы технология очень чистая, такая, в общем, очень нормально шита. Так, дальше. Андреева Марьяна Семеновна. Угу. Весь бисер тоже шит. Вообще вся одежда шита вручную, да? Машинка не использовалась. Так, Наговицына Виктория Владимировна, тоже известная мастерица вот Хангаласского луса. Так, дальше Громовой Анны сегодня нет. Реева Олеся Августовна, вот она сама технолог головных уборов, и мы ей дали реконструкции вот всех этих головных уборов. Она сама сделала, сама выкройку сделала, и сама обработала даже вот эту шкуру. Угу. Дальше, вот этот костюм шила верхоянская мастерица Майя Жиркова. Она еще должна дополнить верхней одеждой, и шубу она должна шить. Уже процесс работы идет. В конце года мы уже показываем полный комплект вот этой одежды. И одежду представила народная мастерица Республики Саха-Якутия Татьяна Николаевна Шишигина. Так, мастерица Жерского наследия Улаханан, тоже они взяли, вот у них есть объединение мастериц, и они шили вот эту безрукавку, тоже все вручную. Бисер не на машинке, а вручную. Сколько мастериц-то шила? Три мастерицы. Под руководством Белолюбской Марии. Под руководством Белолюбской Марии Николаевны. Угу. Тоже мастерицы. Так. Дальше. Вопрос есть? Можете подходить, посмотреть руками, потрогать.